Мы живем в такое время, мои братья, и вы знаете это положение уммы. Бросай вызов любому, встань и скажи мне: брат, я счастлив, я доволен положением уммы. Но чья это вина? Кто ответственен за умму? Кто ответственен за общество, в котором мы с вами живем? Каждый человек здесь встанет и навскидку назовет 150 имен. И его имени среди них не будет. Проблема этой уммы, проблема с третьим, пятым, десятым, из-за ученых, из-за шейхов, из-за проповедников, из-за грешников, из-за комитетов мечетей. Они старая школа, они не разрешают нам делать то, сё. И третье, пятое, десятое, но не дай бог, что кто-то из вас поведет себя как мужчина, встанет и скажет: проблема этой уммы – это такие люди, как я. Мусульмане сегодня забыли об ответственности. Было время в умме, когда мы были мужчинами. Мы были мужчинами, правдивыми и искренними, признающими свою неправоту. У нас хватало смелости ее признать, а сегодня уже не хватает. И люди говорят мне, что ислам – это любовь и мир. Бред! У нас в собственных общинах нет мира. Мы разобщены в собственной мечети, а мы хотим, чтобы мир любил ислам. Кого мы обманываем? У нас в наших собственных семьях нет любви, терпения и милосердия. Разобщенность стала нормой. Высмеивание, издевательство, насмешки друг над другом стали нормой, общепринятым. Любой герой берет телефон, записывает себя, разносит имамов, ученых и третьих и десятых. Все вдруг стали авторитетами говорить о религии. А мы спрашиваем, почему это происходит с нами. Мы с вами ответственны. Мы с вами, братья. То, что мы с вами делаем, влияет на умму. Естественно, я уверен, если брата спросить: брат, ты доволен фактом, что между братьями нет любви? Куда бы я ни пошел, да, брат, валлахи, этого шейха надо поправить, и наши ученые, и наши имамы, и то, и другое. Что ты сделал, чтобы распространить любовь? Я? Да, брат, я никто, никто меня не послушает. Видите этот менталитет, что я никто, я ничто? Когда вы начинаете верить, что вы ничто, вы становитесь ничем. Когда вы начинаете верить, что я никто, у меня новости для тебя, ты становишься никем. Наш дух был сломлен. Наша связь с религией утрачена. Валлахи, братья, мы должны проснуться. Решение всех ваших проблем – наша религия. Вот смотрите. Иной раз люди ждут чего-то особенного. Нет другого ответа, брат. Аллах говорит: сегодня ваша религия доведена до совершенства, завершена. Любая проблема, любое испытание, любые невзгоды, любые трудности, с которыми ты сталкиваешься в жизни, ты найдешь полный ответ в религии Аллаха и в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хочешь ответов? Обратись к религии Аллаха. Я оставил вас на ясном пути, пророк Аллаха сказал. Я оставил вас на ясном пути. Его ночь подобна его дню. На ясном пути я вас оставил. Все эти сомнения, путаница из-за упущений в нашей жизни. Упущения в наших жизнях. Во что сегодня превратилась сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Кто мне скажет? Сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Каково наше текущее современное понимание сунны? Когда я говорю тебе, брат, это сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, как мы это мысленно автоматически воспринимаем? Мне нужен кто-нибудь достаточно честный, чтобы это сказать. Валлахи, хочу обнять тебя. Валлахи, хочу обнять тебя, потому что ты достаточно честен, чтобы признать это.
Сунна посланника Аллаха. Брат, это фард или сунна? Сунна? Я уж думал фард, что я обязан это делать. Слышали такое? Вот сегодня в нашу повседневную речь уже плотно вошли слова: «О, брат, сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это лучший путь». Кто-нибудь не согласен с этим? Что сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лучше? А сказать тебе, сколько отравы в этих словах? Когда ты говоришь, что сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, лучшая, что ты мне по сути говоришь? То, что вариантов много, но его путь – это лучший путь. Нет, мой брат. Сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это единственный путь, вариантов нет. أكتب الأصوات أقرأ أستشف المفردات وأرى همس المعاني بين طي الكلمات